Здравствуйте, я Алексей Мельников, и вот что сегодня в фокусе. 25 лет новой истории. Таджикистан отмечает сегодня День независимости. О 25-летии независимости республики мы поговорим сегодня с Имамудином Сатторовым, чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в России. Он любезно согласился прийти к нам в студию. Господин посол, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу же с праздником вас, с юбилеем независимости вашей страны. И вот прежде чем мы начнем разговор, я хочу показать телезрителям фрагмент торжеств, которые сегодня прошли в Душанбе. Давайте посмотрим. Это уже традиция отмечать День независимости вот таким большим военным парадом? Конечно, военные парады бывают, Дни независимости, но это не каждый год, это по юбилейным датам проходят военные парады. Это как бы уже было. Вот за 25 лет новейшей истории Таджикистана какие достижения вам кажутся самыми главными? Если мы оглядываемся назад, когда после распада союзного государства республики бывшего Союза стали независимыми государствами, нужно было начинать все с нуля, как бы. И Таджикистан пережил очень, скажем, непростые времена после распада Советского Союза. И, естественно, конечно, все запоминающееся для любого гражданина, скажем, Республики Таджикистан, да, для любого таджика, это прежде всего провозглашение независимости. Это историческая 16-я сессия Верховного Совета Республики, когда был восстановлен конституционный строй после конфликта. И, естественно, реализация каких-то первых крупных инвестиционных проектов – это улучшение условий жизни. И прежде всего, самое главное, что достижение мира – это очень главное достижение независимости и, естественно, динамичное, стабильное развитие Республики Таджикистан в очень непростое время сейчас. Если говорить о достижениях, вот на торжественном собрании по случаю годовщины государственной независимости президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, чтобы за последние 15 лет доходы населения увеличились в 25 раз, уровень бедности снизился в 3 раза, население страны выросло более чем в 1,5 раза, а средняя продолжительность жизни в стране повысилась до 73,5 лет. Это, кстати, выше даже, чем в России. А вот благодаря чему удалось всего этого добиться? Результат впечатляющий. Если взять действительно с 1997 года по сегодняшний день, валовый внутренний продукт увеличился в 60 раз. И вот эти цифры, которые президент озвучивал, действительно, это так и есть. Это оценка, прежде всего, международных финансовых организаций, потому что в 1997 году была принята национальная стратегия развития по снижению и снижению уровня бедности. За счет чего, конечно, достигнуты такие результаты? За счет стабильного роста валового внутреннего продукта. Средний годовой рост составляет до сегодняшнего времени 7%. А когда был достигнут этот 7%? Это глубокое реформирование экономики, прежде всего, разгосударствление экономики, приватизации, развитие малого среднего бизнеса, прежде всего, реформа госуправления, финансовая реформа, реформа в банковском секторе. Все вот эти факторы, которые повлияли на развитие экономики, прежде всего. Продолжая тему экономики, ни для кого не секрет, что Россию и Таджикистан связывают многолетние добрососедские отношения. А вот какова динамика отношений торговых? Каков сегодняшний момент? Россия остается одним из важнейших наших торгово-экономических партнеров. И по инвестициям Россия занимает одну из ведущих позиций. Накопленные инвестиции в экономику Таджикистана – это 1,2 миллиарда долларов. И, в принципе, эти более 100 совместных предприятий функционируют на территории Таджикистана.
И мы имеем хорошие связи, сейчас устанавливаем хорошие тесные связи с различными регионами Российской Федерации. Таджикистан связывает очень много экономических нитей с Российской Федерацией, и сейчас она как бы стабильна, несмотря на кризис, который сейчас есть в мировой экономике и в России в том числе. Естественно, кризис в какой-то мере повлиял на какие-то цифры и данные, но в целом торгово-экономическое развитие Российской Федерации она остается довольно стабильным. А если говорить о конкретной продукции, вот какие товары Таджикистан мог бы поставлять и на российский рынок, и даже на объединенный евразийский рынок, на большой рынок? Таджикистан, он не только может, но и уже экспортирует свою сельскохозяйственную продукцию. Это овощи, фрукты, и хлопок, и другие различные сельскохозяйственные продукты уже в форме сырья и переработанные. И мы как бы уже за последнее время наращиваем выпуск сельскохозяйственной продукции и экспортируем в Российскую Федерацию. И, естественно, у нас есть и предприятия, которые работают это и в различных сферах, и мы как бы экспортируем. Но основной экспорт — это прежде всего сельскохозяйственная продукция из Республики Таджикистан в Российскую Федерацию. Ну, не секрет, что в России живет большая таджикская диаспора. Многие люди приезжают на заработки. Вот понятно, что на доходы этих людей существенно повлиял экономический кризис. Вот как все это отразилось на потоке трудовых мигрантов из Таджикистана? Он остался прежним или все-таки сократился? Ну, конечно, есть процент сокращений. Это не так, как было раньше, потому что мы, в принципе, уже... Самое главное, что хочу отметить, что рабочие места создаются и на территории Таджикистана. И потому что все-таки Таджикистан, несмотря на все проблемы, которые есть в мировой экономике, у нас это стабильно, динамично развивающаяся экономика, потому что мы реализуем крупные инвестиционные проекты, инфраструктурные проекты. И, естественно, создаются эти рабочие места, и многие граждане Таджикистана остаются на территории Таджикистана и работают там. Но, конечно, как и во всем мире, каждый имеет право выбора там, где он хочет работать, там, где может больше заработать, там, где он востребован. И, естественно, многие наши граждане выезжают и на территорию Российской Федерации. Значительное количество наших трудовых мигрантов живут и работают на территории России. И это, я думаю, что нормально, потому что мы все-таки живем в едином, скажем, таком гуманитарном или пространстве, это на пространстве бывшего Советского Союза, это общность наша историческая и знание языка. И как бы традиционно так сложилось, что именно с Россией нас связывают это и человеческие нити. И поэтому многие наши граждане едут на заработки на территорию России, здесь работают, довольно-таки успешно работают. И среди них очень много высококвалифицированных специалистов в различных отраслях. Это не только строители, так называемые, как говорят, гастарбайтеры, но очень высококвалифицированные специалисты работают на территории Российской Федерации. Среди них и интеллигент, среди них и доктора наук, научные сотрудники, врачи, инженера, учителя и так далее. Как, на ваш взгляд, в России относятся к трудовым мигрантам из Таджикистана? И часто ли вам приходится вставать на защиту граждан республики? Очень часто. Но дело в том, что, конечно, если около 800 тысяч по последним по данным наших граждан проживают на территории Российской Федерации, работают здесь, сезонная работа, естественно, возникают различного рода проблем, и посольство Таджикистана должно как бы оказывать поддержку, помощь, консульскую поддержку нашим гражданам или защищать их интересы, если они обращаются к нам. И мы по мере возможности как бы стараемся помочь этим гражданам. На территории России, кроме посольства, которое функционирует в городе Москве, есть генеральное консульство в городе Уфе и в городе Екатеринбурге. Но есть определенные проблемы, скажем, с новыми какими-то законами или ограничениями. Наши граждане, они
уже адаптируется вот к этим новым законам. Это прежде всего есть возможность получить патенты, сдать, скажем, экзамен по русскому языку и работать как бы легально. Все поняли, что необходимо оформить все документы и легально работать здесь. Но есть свои проблемы, конечно, есть определенные какие-то вопросы, связанные с трудовой миграцией, и мы в постоянном контакте с соответствующими структурами, правительствами, структурами Российской Федерации. Мы обсуждаем эти темы, чтобы снять все те ограничения, барьеры, которые есть, чтобы эти люди имели возможность работать на территории Российской Федерации. И они, как бы принося пользу своим семьям и, естественно, нашей экономике, они приносят большую пользу и экономике Российской Федерации. И я думаю, что если мы снимем вот эти проблемы и ограничения, это будет во благо и Республики Таджикистан, и Российской Федерации. И самое главное, что вот эта трудовая миграция, около миллиона наших граждан, которые работают на территории Российской Федерации, это те человеческие нити, которые связывают наши страны. Время подводить итог. У нас в программе есть такая традиция, это нужно сделать за 30 секунд. Какие приоритетные задачи стоят перед Таджикистаном сегодня? Какие задачи должны быть решены к 30-летнему юбилею независимости республики? Это прежде всего, наверное, сделать все для того, чтобы экономика она сама динамично развивалась, создавались рабочие места, экономика должна быть, то есть нужно создавать промышленность, и через 30-м году, чтобы мы пришли очень развитому, может, индустриальному развитому государству, чтобы именно все социальные вопросы были решены. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз вас с праздником, с 25-й годовщиной независимости. Я же напомню, у нас в гостях был Имамудин Сатторов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в России. Всего доброго, до встречи.